Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гузель. Мне 58 лет. Я хочу свидетельствовать свою жизнь от рождения до сегодняшнего дня. Я родилась в 63 году, в сентябре, 7-месячная, кило 300. 3 месяца в больнице лежала, вес такой же оставался. Сказали, умрет. Но я не умерла, вот сижу. 5 месяцев меня опять простудили. Я умерла. Но отец настоял, чтобы укол положил. Меня укол положили, я опять ожила. 5-6 лет, когда мне было, мы с детьми играли, с девчатами, мальчишками, на улице играли, там лежали бревна. И когда я пришла, они глаза закрыли, и по всей этой бревна шагали они. Я тоже пришла. Я глаза закрыла, и 2-3 шага сделала, я упала. Они, оказывается, не закрывали глаза, они вот так смотрели. А я не знала, маленькая, я пришла, упала я. И когда я упала, вот это меня верхние зубы, они туда все туда ушли. Туда по больницам, тогда по больницам не носили. Ну, у меня зубы выросли впереди, сзади, вот так они выросли. И вот у меня, видите, поменялся овал лица. Потом 1 класс, 3, 4, 5 класс меня Уфу отдали художественным уклоном в школе-интернате по Степана Кувенкина 100. Там я учился с 4 по 10 класс. Иногда на каникулах, я же в деревне жила, мы выходили на работу в зерноток. Зерноток так, когда мы домой шли, мама всегда нам сетку приготовила, домой, говорит, пустые не идите, зерно-то надо взять. А мы оттуда зерно таскали. Это уже воровство. А согрешая в одном заповеди, человек виновный всех 10 заповедей. В школе я училась плохо, мне не давалось. И родители меня всегда упрекали, говорю, ну, я же 7-месячная родилась, недоношенная. Ну, тебе нехватка, ты дурочка. Ну, вот так обзывали. И мои родные тоже так считали, что я недоношенная, значит, мне нехватка. Ну, не все дома. И в школе, когда училась я, ну, на 4-5 не училась. Мне трудно давалось. Ну, мои предметы ИЗО, физкультура, биология, география была. И всегда мне в школе всегда тоже замечания делали. Ты же, говорит, носом говоришь. У тебя там гайморей или там что-то, какая-то болезнь. Надо, говорит, лечиться, надо операцию делать. Мне замечания делали. Я там проверялась в Уфе республиканской. Хирург посмотрел, ничего не нашел. Я ему рассказала про, вот как я упала. Вот тогда, говорит, ты повредила, и поэтому у тебя поврежденный, у тебя там чисто. Так я 10 класс окончила. Сейчас начинается у меня взрослая жизнь. После 10 класса я никуда не поступила. С сестрой моей родной пошли работать в одну деревню. Она директором, а я художественным руководителем работала. И однажды один парень после армии приехал, и он мне говорит: Гузель, ты с носом говоришь. Ты знаешь, у нас в военном части одна женщина была, ну, девушка, она, говорит, курила. И вот она курила, и она, говорит, сейчас носом не говорит. Я раньше всегда доверяла, верила, ну, верила всему, что люди скажут. Ну, давай-ка попробуем. Я же молодая еще. А все замечания делают. Ты носом говоришь, надо операцию делать. Ты носом говоришь, тебе операцию надо делать. А я вот начала сперва вот, давай-ка я попробую, покурю. И правда может кончиться. И начала вот 1, 2, 3, вот иногда вот так. Говорит, ну я никому это не показывала, это тайно я делала. Сперва вот такая была, вот делала так. А потом я стала зависимой. Ну, никому я это не показывала.
Там же я же работала художественным руководителем. А после обычно, вот после концерта, после чего у нас бывает, ну, стол приготовит, там, вина, там, ну, мы празднуем, артисты празднуем. И вот я начала употреблять понемножку, понемножку. Если я не находила, можно у папы можно было взять. И папа моя, родители, никто не знал, никто. Ну, однажды, конечно, застукали они, застукали меня, отругали. Ну, я уже была зависимая. Замуж вошла с блудом. Как блудом? Он был уже женатый. Мы начали жить с мая, ну, 2 месяца жили, а потом помолвка, потом свадьба была. Ну, жизнь у нас не сложилась, он не пил, но и не бил, не матерился, ну, нормальный был. Но разведенный был, но у него детей не было. Ну, мы вот так, из-за блуда, моего блуда, опять блуда, мы разошлись. У меня от него сын есть. Я с мамой жила, начала жить, с папой и мамой там жила жить. И мужики приходили, парни приходили, как будто вот у них я спрашивала, мужиков, ну, вы же знаете, вот того приведут. Мне не хотелось уже вообще замуж выходить. Ну, не хочу, у меня сын есть, хватит. Однажды, ну, один тоже парень пришел, говорит, ну, понравился, наверное, ему, меня дома не было. Мама говорит, надо выходить замуж, мы вечно не будем жить. А папа говорит, все люди занимаются, ты должна типа заниматься, сами понимаете. И я вот вышла на 2-й раз, вышла замуж, и я с ним начала жить. В другой деревне, другой район. Начала жить, и он на 5 лет старше был. И вот однажды одна женщина сказала, что он отсидел в тюрьме 9 лет. Потом я ему говорю, ты же отсиденный, почему, говорит, не сказал? Нет. Он так голову отпустил. Если бы я сказал тебе, говорит, ты, говорит, за меня не замуж не вышла. И опять я пожалела этого человека. А маме рассказала про это. Мама говорит, приезжай домой, он 9 лет отсиденный, он уже психически ненормальный. Сама говорит, иди замуж выходить. А как рассказала, говорит, а то домой надо возвращаться. Ну, сперва все хорошо было, все нормально было. Начали жить. Ну, там же и алкоголь опять. Я там работала и на ферме, и в клубе, и медсестрой работала. Он очень ревнивый был. Ну, ревнивый ты ведь, ну, ревнивый был. Меня ревновал ко всему, ты ведь. Начал меня руку поднимать. Он работал трактористом. Ему колом всегда давали с бутылкой. Он не пойдет на соседей, а да, сосед, запьем с собой. И он меня домой привезет. А да, говорит, бабка мне, садись, говорит, коломен. И мы вдвоем это алкоголь выпивали. Мало осталось эта бутылка. Пойдем еще куда-нибудь купим там у кого-то. Я не говорю, что выпивала там неделями. И вот один раз выпить надо мне, тогда много, и упасть, спать. А второй день нет. А он 2-3 день продолжал. Но он, когда вот сидел в тюрьме, он Библию читал. Он в буфе сидел, в салавате сидел, он Библию читал. Но он всегда мне руку поднимал, бил меня, бил. А я вот, например, Бога знала как большой дядечка с палкой, вот, как представляете. Вот мама говорила, не говори, что Бога нету. Он, говорит, все видит, все видит и все слышит, говорит. А я его представляю такой большой дяденька с палкой представляла. Вот башкиры мечеть ходят у них, а русские ходят вот это, колокола. Вот у меня представление. Они Иисуса Христа верят. Вот. У меня такое представление. Вот я там же в клубе еще работала. И по районам тоже выступала, в клубах выступала. Знаешь, я что делала? Прежде чем на сцену выходить, рюмочку выпью, покрещусь, и я плясала. Я не прославляю вот эту песню не пела, а вот
я пляской обычно, пляска у меня, большинство идешь пляской. И вот так я выходила. И этот муж тоже не знал, что я курю. Ну, однажды застукал. Что, говорят, такая тайна, говорят, делаешь? Ну, покажи. Ну, я говорю, я не могу это делать. Желание есть освободиться, но не могу это освободиться. Даже я Хусаина говорю, Хусаин там сидел. Не Хусаин какой-то приходил, Кумертауга. Я туда пошла посидеть. Там кассету купила. И эту кассету домой привезла, она сразу пропала куда-то. Но он все равно меня бил. Ну, всякими отзывал. Вы знаете, как человек выпьет, какими такое. Мы с детьми и в сарае там, ну, везде, люди спали. Убегали, когда он уже пьяный, он уже не соображает, у него нож в руках. Вот так жила. 40 лет, еще меня 40 лет не было. У меня родная сестра, как вот маме же ездили, она привозила какие-то книжки. И там кассета была, 4 духовных закона. А я книжку не поставила, вот сюда поставила. Ну, и читала я. А кассету я в кухне поставлю и слушаю. Ну, то тогда мне ничего не влажит. Ну, и глазами, и ушами ничего не слышала. Но там говорится, денег не хватает, побои, пьянство. Вот это мне выходило. А там про кресте говорят, о Иисусе Христе. Ничего не входило. И, ну, блин, не влезла. А Альфия Пайга, мои ноги не шли, чтобы она мне рассказала. Да, она рассказывает там о Боге там рассказывает, людям рассказывает. Я к ней не могла подойти. Вот, когда моя мама умерла, когда еще мне 40 лет вот исполнялось, я тогда уже начала болеть. Утром встаю, начинаю работать. К обеду уже я вся силы нету. У меня сердце болело. Вот как, говорят, как бабушка мотылька вот так делает, у меня как будто вот сейчас остановится. Или вот изношенная тряпка бывает вся в дырках. Вот как будто мое сердце вот такое. И всегда ко мне приходила информация. Умрешь, в ад идешь. Умрешь, в ад идешь. А покаяние, еще ничего не знаю. Умрешь, в ад идет, и все. Когда маме 40 не было, это в июне, я туда поехала. До этого я кардиограмму прошла. 18-го прошла, а 20-го моей маме июня было 40 дней. Ну, звали всех гостей, я там же была, я не могла там сидеть даже. Там Альфия тоже была. Потом все гости поуехали. Я лежу опять на кровати. И Альфия моя подходит ко мне. Че, говорит, лежишь? Я говорю, я болею. Че у тебя болит? Я говорю, у меня сердце болит. Ну, не могу, говорит. И она говорит мне, ты знаешь, ты грешница. Я знала, что грешница. Внутри я знала грешница. Я грешница, я пью, я курю. Ну, хочу освободиться, но не получается. Хотела в кодирование идти. Вот я пойду туда, на меня посмотрит, такая молодая, пьет, курит. Стыдно было, не хотела идти. Вот она говорит, надо помолиться. А я как читала молитву? Вот, например, если помолишься, значит, тебе хорошо будет. Ну, хорошо будет. Когда помолишься, значит, тебе хорошо станет. И вот мы сели, там еще девчата были, дети были. Она говорит, давайте, вот мама ваша болеет, мои дети были еще там. Мама ваша болеет, ты. Помолимся у Бога, попросим, чтобы силу дал, исцелился ты. Вот мы сели, и она рядом сидит, там еще люди сидят. Как она начала молиться, я не молился, она молится. У меня слезы с глаз текут, я не могу даже прекратить. Она сама по себе текет, и на экране Господь мне показывает мои грехи. И воровство, и пьянство, и блуд, и курево. Ты куришь, ты пьешь. Вот это на экране мне все было показано. Я говорю, да. И слезы текут. И она вот молится. Она говорит,
аминь. И все говорят аминь. Я говорю тоже аминь. Знаете, как легко стало? Как будто я ожила. Они стали, ушли, а я сижу такая, какая-то сила появилась, и я встала на ноги. И я подошла я к столу. Я не могла даже кушать. И начала понемножку кушать. Так хорошо стало. Как будто с меня что-то выкинуло такую тяжелую тяжесть, которую я носила. Ну, она сказала мне книгу дала, вот читай, молись, вот адрес дала, туда в церковь ходи. Это было и в июле. После чего я по пути обратно иду к больницу, результаты взять с детьми, еще двоими детьми. Заходим. Она мне все это дает, которая вот кардиограмма сердца прошла. Там, говорит, у тебя чистое сердце, у тебя вот, все нормально. А почему же у меня сердце болело? Почему же у меня сердце калило? Потом только узнаю, что это Господь Иисус стучал мне в сердце. Открой двери сердца, я войду, я помогу, я освобожу, я тебя прощу, я тебя исцелю. От всего, а это же, я просто потом узнала, что это вот такое. Вот, кардиограмму взяли и домой пришли. Домой пришли, знаете, что бы это было? Мальчик старший там куда-то ушел с ребятами, выпивает. А муж встречает меня пьяной. И как на меня начал нападать, он откуда знает, что я уверовал, покаялась. Он в тюрьме, хотя он читал все это, Библию читал, Слово Божие, но не покаялся. И начал на меня нападать. Да-да-да, это твой Бог, какой-то ты веришь, да-да-да-да-да. Языком меня бьет, но руками не может трогать. Также он раньше руками меня бил, только он бил по голове. По голове всегда. Он меня языком не тянет, но кулаком не может. И дома так происходит. Я так удивилась, а почему он раньше ты меня бил? Почему он трогать не может? Вот через полгода только я в церковь пошла. Потому что каждое воскресенье тебе надо хлеб, тебе надо помыться, тебе постирать, у тебя дети. Через полгода, после Нового года, только я в церковь попала. Когда я первый раз в церковь попала, я такая удивилась. Откуда они знают такие песни хорошие? Откуда они всю эту мелодию знают? Я говорю, сижу такая, я тоже хочу такие песни петь. Я желаю такие песни, ну, прославлять Бога. Я же младенец. И вот у меня началось сперва, вот, младенческое начинается. Вот. А греховная природа у нас от Адама и Евы идет. Еще греховная натура еще у меня была. Опять на такую, работаю на такую. Опять же, я же верующая. Я беру опять зерно домой. Потом в гости поехали. День рождения. Близко браты, близко мои. Там, говорит, день рождения, мне вино налили. Рюмочку. Но это же церковные, тебе от рюмочки ничего не будет. Ну, рюмочку только выпей, рюмочку. И я послушался. Рюмочку выпила. Вот ток, зерна ток-то. Вот одна выпивка получилась. Второй раз опять там тоже день рождения, там гости за. Я же одну выпила, она же знает. Опять мне поставили рюмочку вина. Вот рюмочка, вот два рюмочки. Следующий раз даже не спросили. Прямо, да, тебе. Выпивай, ты же выпивала. Че сидишь такая убогая? И я опять начала. Опа. Хотя в церковь хожу. Через 2 года я вот в 2003 году уверовала, в 2005 году я уже крещение прошла. Много раз падала. Вот. В ту жизнь, в которой я жила. Употреблю, вроде в церковь хожу, все нормально. Иногда вот покурю, вот так и шло. Шло. А потом уже он совладел мною. Я уже в день, знаете, у меня в день обычно пачка уходила.
Ну, выпивка там, если получится, не так уж. Ну, но все равно выпивка, ну, курево она уже совладела мною. Однажды выпивала как-то, меня мальчик тогда вот довел, и я выпила, у нас там бутылка стояла, и я это выпила половину, все, ничего не было. Потом я сижу такая в сарае, да уже стала рабством опять. Хочу освободиться, не получается. Хочу освободиться, но не получается. Сижу такая, даю корову, и приходят мне мысли. Тебя никто не любит, ты никому не нужен. Приготовь веревку, повеситься. Мысли приходят такая. Сижу такая, даю под вечер. Смотрю, младший сын выходит. Выходит и стоит, как я даю, он смотрит. Я говорю, а что ты вышел-то? Просто так. Мы сейчас, говорит, вдвоем вместе домой зайдем. И тогда я узнала, что это приходит информация от демонов, которые я их видела. Да, пока я не видела. Я хочу вас показать этих тварей. Я этих тварей видела ночью, глубокой ночью. Глаза открываю, а это два гуманоида сидят, смотрят на меня, зырят, серебристого света. Я думала, это сон. Это не сон. Сюда посмотрела, дети спят. Сюда посмотрела, часы тикают. Это правда. Глаза закрываю, открываю. Может, думала, опять сон, видение какое-то. Я их, да пока я несколько раз я видела. Я думала, это инопланетяне. Вот сейчас показываю их рисунок. Я как художница. Вот. Высотой они 80 сантиметров. Маленькие такие гуманоиды. Вот это дух табака, постоянно который преследовал. Дух алкоголизма. Это еще пешки. Они бывают разные-разные. Вот так. Однажды мне попалась «Дары Духа Святого» книга. Ну, я и в церковь ходила, и вечери принимала, также иногда грешила, вот так у меня волнами шла. Но я хотела освободиться, опять не могла. И вот однажды мне книга попала «Духовные дары», 9 даров Духа Святого. В одном месте, такие у меня глаза, вот в одно место прямо Господь показал. 90% христиан из 100 считающих себя христианами, не живут во Христе. 10% только живут во Христе. Я же плохо училась. Не понимала. Там написано в Библии во Христе, во Христе. Это на связку слов понимала я как. Не открыто было. Почему так, не знаю. Но Господь-то уже знает. Это мы как младенцы, потом растем выше. Как это во Христе? Книга такая попалась мне. Я под вечер это начал читать, попала. Я не отрываю от них, считаю, так. Хоть бы посидеть, почитать, я не пойду курить. Вот это если я пропущу, вот это сейчас такое состояние пропущу, я не пойду туда курить. Я так не хотела. Потом я говорю, спрашиваю Господа, что это такое? Гузели, говорит, дочка моя, ты своими стараниями, говорит, живешь, мне угодит. А так, говорит, не получится. Дай мне место больше в тебе, и тогда не будешь этих тварей слушаться, говорит. И эту книгу я показала одному пастору. Я не буду его называть. Объясните, пожалуйста, как это понять? Вот это 2 строка. 90% не живут во Христе. 10%. Правда, что ли? А он сказал, да. Вот тогда я поняла, жить во Христе. Люди все на земле живут под Богом, но не все живут в Боге, во Христе.